В Башкортостане определили еще несколько категорий, которые вправе рассчитывать на пожарные извещатели с GSM-модулями. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Кирилл Первов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами говорим о том, что пожарные извещатели – это современные пожарные извещатели с GSM-модулями, и теперь на них вправе рассчитывать дополнительные категории населения. Какие именно? Да, если вы помните, мы в Российской Федерации одними из первых начали устанавливать и автономные пожарные извещатели. Сейчас их уже установлено более 670 тысяч. И, конечно, в прошлом году мы уже перешли на новый этап по поручению главы республики Ради Фарича Хабирова, начали устанавливать извещатели с GSM-модулем. Эту практику мы продемонстрировали, когда у нас в прошлом году был министр МЧС России Александр Куренков. Также он очень высоко оценил эту работу. И в прошлом году мы устанавливали в 4 муниципалитетах, которые входят в пилотный проект, автономный пожарный извещатель с GSM-модулем для лиц, которые обладают инвалидностью первой группы, нарушением слуха, зрения или опорно-двигательного аппарата. А в этом году, в соответствии с новым постановлением, сейчас в 7 муниципалитетах, которые входят в пилотную зону, такими автономными пожарными извещателями будут оснащаться семьи, которые находятся в социально опасном положении. Какие это конкретно семьи? Ну, скажем так, в основном это семьи с детьми, где родители употребляют, например, алкогольные напитки или не имеют средств к существованию, не работают и не могут должным образом обеспечить детей. Такие семьи ставятся на учет, их посещают соответствующие профилактические группы в муниципальных образованиях. И в случае, если нарушения не устраняются, в том числе может дойти и до изъятия детей. В прошлом году именно этот проект был пилотным, он реализовывался лишь в нескольких районах. В этом году увеличилось количество районов? Да, в прошлом году 4 категории, как я сказал, они касались именно с различными нарушениями здоровья. Вы помните, что у нас произошел в этом году трагический пожар. Один это был в Давлеканском районе, где, к сожалению, погибло 5 детей в семье, которая также находилась в социально опасном положении. Крайний пожар в Балтачском районе, который тоже, к сожалению, 3 детей погибли, они тоже находились в социально опасном положении. Поэтому вот в этом году из 12 детей, которые погибли на пожарах, 8 это были как раз семьи, которые находятся в социально опасном положении. Поэтому здесь такое решение принято для того, чтобы, если автономный пожарный извещатель, понятно, он сработает, да, его услышат, но, к сожалению, дети, например, сами не смогут эвакуироваться. А если GSM-модуль установлен, то сигнал сразу поступает в экстренные службы ЕДДС муниципального района, соседям, главе сельского поселения. Это как раз нужно для того, чтобы людям, которые сами по каким-то причинам не могут эвакуироваться, оказать эту помощь. И, конечно, это позволит спасти дополнительные жизни. Если в прошлом году уже устанавливали пожарные извещатели с GSM-модулями, расскажите, вот они доказали свою эффективность? Да, буквально вот с начала реализации проекта уже было 3 случая спасения жизни, когда в одном случае забыли открыть задвижку, начали топить печь, и люди находились в другой комнате, извещатель сработал, и это позволило, и соседи получили информацию и о сработке, и быстро проветрили помещение, открыли задвижку, и это удалось 2 человек спасти. В одном из случаев тоже женщина, которая страдала нарушением зрения, она оставила на плите чайник, тоже пошла отдыхать, забыла об этом, там, соответственно, уже вода выкипела, началось оплавление, своевременно сработал извещатель, также информация была передана в 5 адресов, и также и оперативно оказали помощь. Ну и если вы помните, и наши автономные пожарные извещатели тоже высокую эффективность показывают, более 1200 жизней спасено, это более 400 детей, поэтому эту работу, конечно же, мы будем продолжать. Кирилл Сергеевич, расскажите, именно в каких районах уже устанавливаются, где-то устанавливали и где будете еще устанавливать? Да, ну, на сегодняшний день у нас получается уже 11 районов, которые в пилотных зонах работают. С этими районами можно ознакомиться, зайдя на сайт Госкомитета по чрезвычайным ситуациям или просто обратиться в администрацию своего сельского поселения, района, и вам там обязательно подскажут, к какой категории вы относитесь. Вы можете, например, получить бесплатно автономный пожарный извещатель или извещатель с GSM-модулем, и обязательно такую помощь вам окажут. Но можно, например, самим по собственной инициативе установить пожарный извещатель с GSM-модулем? Конечно, мы призываем всех наших жителей, граждан
устанавливаете самостоятельно. Не все относятся к категориям, которые бесплатно его могут получать. Да? И здесь я скажу, что обычный автономный пожарный извещатель стоит около 300 рублей. Извещатель с GSM модулем он стоит порядка 6-7 тысяч рублей. Но есть и более продвинутые системы, то есть более обеспеченные граждане могут устанавливать в себя систему там, «Безопасный дом», которая не только позволяет как бы узнать о сработке, например, на задымление, да, но это, например, если утечка газа или протечка воды. Сейчас современные все эти датчики позволяют оборудовать дом, и когда вы находитесь на выезде, сообщения о том или ином событии придут к вам на телефон. Это очень удобно и, конечно, может спасти жизнь и здоровье человека, поэтому всем рекомендуем такими приборами оснащать свое жилище. Вы уже в начале нашего интервью отметили, что были у нас трагические случаи, когда вот гибли при пожаре дети. Один из недавних произошел в Балтачском районе, где погибли 3 детей, но там вроде бы были пожарные извещатели. Да, на этот пожар мы выезжали и проводили выездное заседание комиссии по чрезвычайной ситуации непосредственно в районе, изучали обстоятельства этого пожара. Здесь что можно сказать? Действительно, семья находилась в социально опасном положении, состояла на соответствующем учете. Регулярно посещали профилактические группы эту семью. Извещатели были установлены. Дом находился в достаточно таком хорошем состоянии. При этом, к сожалению, пожар начался на веранде дома. Дети втроем находились дома одни, соответственно, пути эвакуации у них были через дверь отрезаны. По каким-то причинам через окно они тоже не смогли эвакуироваться. Там были установлены пластиковые глухие окна, то есть, возможно, они там вовремя не сориентировались, чем, например, их можно разбить было, да, а открыть было их невозможно. Но, к сожалению, несмотря на то, что это было там, вечернее время, около 7 часов вечера, когда прибыли пожарные, к сожалению, дети уже погибли. Причина пожара, возгорания еще не ясна. По предварительной причине это было короткое замыкание электропроводки как раз на веранде, откуда начался пожар. Какие советы дадите, вот какие рекомендации для родителей? Я понимаю, что мы из передачи в передачу об этом говорим, но статистика иногда растет. Здесь традиционно, да, во-первых, нельзя оставлять детей дома одних, это раз. Второе, контролировать состояние электропроводки. Очень часто такие случаи, когда, например, жители сами пытаются отремонтировать проводку или нанимают неквалифицированных электриков для того, чтобы сэкономить, и потом это может привести к трагедии. Соответственно, вот здесь рекомендуем на своей безопасности не экономить и обращать внимание на состояние электропроводки, электроприборов. Дальше ни в коем случае нельзя перегружать проводку, нельзя использовать, например, удлинитель для того, чтобы подключать холодильник или те приборы, которые обладают достаточно мощным электропотреблением. Ну и, конечно же, исключить курение дома, потому что вот одна из основных причин – это курение, неосторожность при курении, особенно курение в состоянии алкогольного опьянения. Вот эти основные причины, которые приводят к трагическим пожарам. Если их исключить, то вероятность таких трагедий значительно сократится. Но есть еще одна стихия, в результате которой гибнут наши дети, и взрослые. Сейчас мы говорим уже о воде. Какова статистика на сегодняшний день? Ну, мы видим, что у нас с начала июня достаточно жаркая погода установилась в Республике Башкортостан, и вот такие длительные выходные тоже сыграли свою роль. Буквально за прошедшую неделю мы зафиксировали 12 происшествий на водных объектах. К сожалению, в результате этих происшествий погибали и дети, которые оставались без присмотра взрослых у водоемов. Поэтому мы здесь еще раз призываем всех жителей купаться только в установленных местах, на санкционированных пляжах. Тогда вы не будете свою жизнь подвергать опасности. Потому что вот те случаи трагические, о которых я говорил, они все происходили в несанкционированных местах. Буквально вот установленные аншлаги, запрещающие купание, и люди продолжали там купаться, и это привело к трагедии. Иногда это было буквально там в 150-200 метрах от аттестованных пляжей, где есть спасатели, и, конечно, если бы люди купались там, то такую трагедию можно было бы избежать. И здесь какие еще советы дадите, может быть, родителям, которые отдыхают с детьми? Если вдруг кто-то начинает тонуть, что нужно делать? По-прежнему люди сами бросаются. Вот как действовать в такой ситуации? Ну, знаете, здесь, с одной стороны, мы понимаем, что в любом случае лето, жарко, да, и дети, в первую очередь, они хотят искупаться, поэтому здесь мы идем по пути создания соответствующей инфраструктуры.
В Приволжском федеральном округе мы вообще в целом на первом месте по количеству аттестованных пляжей, но мы на этом не останавливаемся. В прошлом году вот мы по поручению Ради Фарича Андрея Геннадьевича приняли соответствующую программу. Она у нас уникальная тоже в Приволжском федеральном округе. То есть мы оценили все водные объекты, которые есть в Республике Башкортостан, посмотрели, где можно создать безопасные места отдыха у воды. И сейчас ведется работа, эта программа рассчитана до 30 года для того, чтобы вот, максимально близко, да, и в сельской местности создать такие комфортные безопасные условия, чтобы люди могли в таких комфортных условиях отдыхать и купаться. Далее, для того, чтобы не допустить купания в таких запрещенных местах, а обычно купание запрещено почему? Потому что там высокое течение или большая глубина, там, где невозможно обеспечить безопасность. Соответственно, там проводим совместно с муниципалитетами и административную работу по привлечению нарушителей к ответственности. Вот в этом году уже более 160 протоколов составлено. Это как раз тоже нужно для того, чтобы люди там, где просто какие-то уговоры не понимают, да, то там приходится наказывать и рублем. Ну и традиционно наши спасатели работают и в несанкционированных местах отдыха, где люди все равно продолжают купаться, разъясняют жителям, почему это нельзя делать, рассказывают о приемах, которые нужно использовать для того, чтобы спасти человека, если он уже начал тонуть. Коротко об этом остановлюсь. Да, вот если вы уже увидели человека, который тонет, но обязательно нужно сразу позвонить на 112, чтобы оперативно прибыли спасатели и оказали помощь. Далее. Необходимо в первую очередь использовать какие-то подручные средства, то есть это спасательные круги, веревки, длинные шесты для того, чтобы подать человеку и его подтянуть к берегу. Это нужно для того, чтобы себя не подвергать опасности. Дальше, если уже невозможно прибегнуть к другим приемам, то подплывая к человеку, нужно, во-первых, установить с ним контакт, объяснить ему, да, что сейчас не нужно сразу бросаться на спасающегося, протянуть ему руку и транспортировать его, получается, на спине к берегу. Ну а в таких случаях, если уже человек находится в панике, да, то здесь и рекомендуют уже, скажем так, иногда даже привести в такое состояние, что там вплоть до удара, да, чтобы человек уже отключился и его на себя уже дальше транспортировать. Потому что очень часто те люди, которые пытаются спасти тонущего, они могут сами, к сожалению, утонуть. Такой случай мы знаем, что у нас был буквально на прошедшей неделе в Стерлитамаке, когда девочка-подросток начала тонуть, ее пыталась спасти женщина, она сама начала тонуть, потом их начал спасать мужчина, в итоге девочку ему удалось вытолкнуть, а, к сожалению, мужчина и женщина, они утонули. Поэтому здесь тоже нужно очень аккуратно, правильно действовать для того, чтобы, во-первых, спасти человека, во-вторых, самому не утонуть. Вот из всего такой короткий инструктаж, безусловно, полезная информация, но я вот представляю, что когда эта ситуация случается, то все знания, все навыки, наверное, выветриваются, потому что и паника, и чего только не происходит. Вот по мне, единственный вот нормальный выход и нормальное решение – это просто не купаться там, где нельзя. Наверное, сотрудники и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, и МЧС понимают, понимают и устанавливают знаки специальные, где можно купаться, а где нельзя. Наверное, в этом есть какая-то доля разума. Конечно, каждый пляж создается в том месте, где это возможно, где уже обследовано дно, где соответствующее течение. Но это не только безопасно и комфортно. Да? То есть вы можете прийти, во-первых, на пляж, в кабинке для отдыха, там, для переодевания, спокойно переодеться. Если сильное солнце, укрыться под грибком, например, да, под навесом, спокойно поставить машину на охраняемую стоянку. И могу сказать, что из года в год количество отдыхающих на аттестованных пляжах, количество людей, которые соблюдают все меры безопасности, растет. И мы, конечно, видим, что количество погибших на водоемах снижается, но наш основной целевой показатель, чтобы таких происшествий вообще не происходило. Поэтому эту работу мы будем продолжать в постоянном режиме. Кирилл Сергеевич, спасибо огромное, что пришли в студию. Надеюсь, что у вас в этом плане работы будет меньше. Спасибо огромное. Спасибо большое. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.